Вчера мы с вами говорили про то, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, радовался, и когда он радовался, его лицо сияло от радости, от счастья. И сподвижники, даже было время, когда радовали его, чтобы любоваться сиянием его лица. И был даже такой случай, когда Умар ибн Хаттаб увидел очень грустное лицо пророка. Очень грустное лицо пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и он сказал себе: «Валлахи, клянусь Аллахом, я сделаю все, чтобы обрадовать его, чтобы он улыбнулся, засмеялся». И на самом деле, когда сподвижники видели грусть, печаль на лице пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они всеми силами старались как-то поднять его дух, его настроение, и ждали, когда же он улыбнется или засмеется. И вчера мы говорили, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда смеялся, он смеялся так, что были видны его коренные зубы. То есть улыбаться, смеяться, радоваться — это были качества нашего пророка, любимого, саллаллаху алейхи вассалям. Какие же есть у пророка качества, которые отличали его от обычных людей? То есть отличительные особенности пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Одно из первых отличий: пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда приходил к людям, всегда люди чувствовали от него благоухающий аромат. И этот аромат они не могли найти ни в чем. Ни в дорогих каких-то благовониях, мисках, мускусах. То есть тот запах, тот аромат, которым благоухал посланник Аллаха, такого запаха больше ни у кого и ни в чем не было. Они не могли найти это. Ни в дорогих мускусах. То есть это был запах пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И вот Анас ибн Малик, который служил у него, рядом с ним более 10 лет, он рассказывал: «Я никогда в жизни не ощущал ни запаха амбар, ни мускуса, миска, ничего-либо другого более приятного, чем запах, который мы чувствовали от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям». То есть Аллах Тааля дал ему аромат, который присущий ему. А также я никогда, Анас ибн Малик продолжает, я никогда в жизни не прикасался ни к шелку, ни к парче. Это шелк, парча, это самые дорогие, нежные ткани, да? Ни к шелку, ни к парче более нежной и мягкой в прикосновении, чем ладонь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, несмотря на то, что посланник Аллаха был физически очень силен, потому что когда он становился на фланге с мечом, тот фланг, который держал он, никто не мог держать. Посланник Аллаха всегда трудился. То есть физический труд, это всегда было с ним. Но несмотря на это, когда сподвижники держали его за руку, то есть когда он здоровался, его ладонь, его рука, они были очень мягкими, очень нежными. И вот это его любовь, братство к своим братьям, оно передавалось через нежность его ладони. То есть он никогда, как некоторые братья, там, когда здороваешься с ними 2 дня, пальцы болят, да? То есть жесткость, сила — это там, на поле брани, с мечом. А здесь с братьями у него ладонь была очень мягкой. Ни шелк, ни парча
они не могли быть более нежными и мягкими. Этот хадис в сборниках имама Бухари и Муслима. Вот. То есть здесь идет про аромат. Также Джабир ибн Самура. Уже несколько раз мы приводим хадисы от этого сподвижника. Он рассказывал: «Я совершил с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, молитву, после чего, после молитвы, он отправился к своей семье». Все, намаз завершился, и он пошел к своей семье. И я отправился с ним вместе. По пути его встретили дети, то есть к нему навстречу попались дети. И он принялся по очереди гладить щеки каждого из них. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, всегда, когда видел детей, он обнимал их, целовал их. Мы знаем, как он общался со своими внуками, даже во время намаза его оседлали, да? Подбегали к нему внуки. Вот. И вот он увидел детей, и он начал их по очереди гладить, их щеки, каждого из них. Он также погладил и мои щеки. То есть Джабир ибн Самура тогда был маленьким, значит. И он погладил и мои щеки. И я почувствовал прохладу и дуновение от его руки. То есть прохладу. То есть была жаркая погода, но его ладони были, руки были прохладными. И как будто он вытащил ее из корзины торговца мускусами. То есть это был миск, то есть пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это был аромат пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И вот так Аллах Тааля дал ему свой аромат, свое благоухание. Также, почему посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, благоухал, да, ароматом? Аллах Тааля сделал так, что его пот, он тоже благоухал, как миск. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, так как присущий людям, он потел, да, когда было жарко, когда он разговаривал, когда вахай спускался, потому что это была колоссальная нагрузка на него. Но вместо привычного для нас с вами пота, который не всегда хорошо пахнет, да, у него вместо пота это был аромат. Аромат, который, лучше которого не было ни в одних духах, там, благовониях, не было. И его пот обладал самым приятным ароматом. И даже было много случаев, когда сподвижники, они ждали, когда он заснет. И когда появлялся пот, они этот пот собирали, и они перемешивали свои миски с потом пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Но это такой карамат, баракат, который Аллах дал ему. И вот тот же Анас ибн Малик рассказывает, у муслимах, сахих, достоверный хадис. Однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, навестил нас и остался у нас для дневного сна, кайлюля. То есть посланник Аллаха иногда что? Делал кайлюлю. Кайлюля от слова калиль. Мало-мало, немного спать. А то у нас некоторые думают, там, сунна спать 3 часа, 4 часа, чуть-чуть, да? И он остался у нас для кайлюли. Когда же он уснул, мы увидели, как его тело покрылось потом. Ну, как обычно люди спят, и он вспотел. И моя мать принесла бутылку и принялась собирать в нее его пот. И когда она собирала, пророк проснулся и сказал: «О, Умму Сулейм, что ты делаешь?» Пророк просыпается, а она собирает его пот. «Что ты делаешь?» И она ответила: «Это твой пот, о посланник Аллаха. Мы добавляем его в наши благовония, ведь он обладает самым благим ароматом». То есть это было его отличительное свойство. То есть, в раю как раз вот у всех верующих вместо пота что будет? Аромат. То есть люди будут потеть в раю, но такого неприятного ощущения не будет, одежда прилипать там не будет, пахнуть, да? Жены нам, гури не скажут нам: иди помойся там, да? То есть нет такого.
там не будет осквернений, не будет нечистот. Там люди будут потеть, вместо пота будет аромат. Аромат приятный. А вот у пророка уже в жизни такое было, при жизни. И поэтому Умму Сулейм, она тихо-тихо собирала с его лица пот. И он проснулся: что ты делаешь? А мы, говорит, собираем твой пот и добавляем свои благовония. Это было свойство, присущее нашему любимому пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Также, описывая пот пророка, сподвижники говорили, например, Анас ибн Малик рассказывал, посланник Аллаха был яркого цвета кожи, то есть он был абсолютно светлым, а его пот был подобен жемчугу. То есть вот эти, скажем так, капельки, крупинки пота, они сверкали как жемчуг. То есть они сравнивали с жемчугом. Этот хадис у имама Муслима. Также есть хадис у имама Аль-Бухари от Айша, радийаллаху анха, которая рассказывала, на пророка снизошло откровение, то есть Аллах ниспослал вахи, и его охватили тяжелые муки. Мы знаем, и пророк сам описывал это, когда он получал от Аллаха откровение, это была очень большая физическая нагрузка для него. Он иногда был бессильным после этого, то есть терял все силы. И вот Айша рассказывает, когда Аллах отправил откровение пророку саллаллаху алейхи ва саллям, его охватили тяжелые муки, которые обычно постигали его при принятии откровения. И это произошло, в этот раз произошло в холодный зимний день. Это был холодный зимний день, но несмотря на это, от тяжести откровения по нему скатывались крупицы пота. То есть было холодно, но пророк потел, потому что это была нагрузка, да? Подобные крупицы пота, подобные мелкому жемчугу. То есть вот так сподвижницы описывали его пот. То есть его благоухание, его запах. Дальше. Одно из отличительных свойств пророка, саллаллаху алейхи вассалям, заключается еще в том, что шайтан, он не может принять облик пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Даже когда кто-то видит во сне пророка, это не может быть шайтаном, потому что шайтан не в состоянии принять облик пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Давайте несколько буквально хадисов. Первый хадис, Абу Хурайра, радийаллаху анху, рассказывает, что посланник Аллаха сказал: кто увидел меня во сне, тот действительно увидел меня. То есть очень часто во сне шайтан может прийти к нам в облике разных людей. Например, кому-то он может прийти в облике ее матери. Вот она, например, умерла там 10 лет назад, 5 лет назад, год назад. Вот он очень скучает по ней, или она, да? И вот он спит и видит во сне, пришла мать и говорит какие-то, может быть, совсем неподобающие слова. Может быть, это куфр, может быть, какие-то другие слова, да? Поэтому нельзя быть уверенным, что это мать. Потому что шайтан может прийти в облике матери и отца. И когда Даджал придет, мы знаем истории из хадисов, что в облике родителей придет шайтан и будет призывать, чтобы он уверовал в Даджала. И во время агонии смерти, когда уже человек вот-вот умирает, тоже шайтан может прийти в облике наших близких людей. И он уже приходил к великим ученым. То есть кому-то пришел в облике матери и говорит: улым, сынок, прими там вот такую-то веру, не ислам, а вот эту веру, она самая истинная. В облике отца приходил, а вот в
в облике пророка, саллаллаху алейхи вассалям, быть не может. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто увидел меня во сне, тот действительно увидел меня, потому что шайтан не может предстать в моем обличии. То есть это тоже свойство, которое отличает его от обычных людей. И у имама Аль-Бухари говорится: потому что шайтан не принимает, никогда не принимает мой облик. То есть Аллах Тааля ему не дал этого. Также Абу Катада рассказывает, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто увидел меня во сне, тот увидел истину. Тот увидел истину, ибо шайтан не может предстать в образе пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Анас ибн Малик рассказывал, что посланник Аллаха сказал: кто увидел меня во сне, то он действительно увидел меня, потому что шайтан не предстает в моем виде. И сон верующего является одной из 46 частей пророчества. То есть 1/46 часть пророчества, сон верующего. То есть Аллах Тааля иногда нам через наши сны сообщает разные вести, иногда и радостные вести сообщает нам через сны. Также следующее отличительное качество пророка в том, что когда посланник Аллаха спал, мы знаем, когда человек спит, он все, теряет контроль, так ведь? Но у пророка только глаза спали, а сердце не спало. Сердце не спало. Поэтому Абу Хурайра, радиаллаху анху, рассказывает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: спят мои глаза, но не спит мое сердце. То есть посланник Аллаха, когда спал, у него отдыхали только глаза, а сердце продолжало поклоняться, сердце продолжало поминать Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Также хадис от Абу Саляма ибн Абдуррахман, что однажды он задал вопрос Аише, какая была молитва посланника Аллаха в месяц Рамадан. Какая была молитва посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в месяц Рамадан. И на что Аиша ответила: посланник Аллаха не добавлял ничего здесь уже идет форма его ночных молитв, да, к 11 ракагатам молитвы ни в месяц Рамадан, ни в другое время. И он совершал 4 ракагата, которые были красивыми и долгими. 4 ракагата с красивыми и долгими, еще 4 были красивыми и долгими. Мы знаем, иногда за посланником вставали сподвижники, и они уже ждали, когда же он завершит тот же каям, тот же рукух, потому что он очень долго совершал. Например, Хузайфа об этом рассказывает. И вот так он совершил следующие 4 ракагата. И как-то раз я спросил его, посланник Аллаха: а спишь ли ты, прежде чем совершить витр? На что он ответил: о Аиша, поистине глаза мои спят, но не спит сердце мое. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда спал, спали только его глаза, сердце его не спало. То есть вот это тоже его качество нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И и тоже уникальное качество, может быть, кто-то не знал об этом, да? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, это только он, ученые, другие, ни у кого больше нет такого качества. Когда он вставал на намаз имамом, куда смотрит имам? Грудью, то есть в сторону кибла. А к людям спиной он все видел. Посланник Аллаха, когда вставал, он видел тех, кто стояли за ним. Это тоже качество только нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Первый хадис, Аль-Бухари и Муслим. Абу Хурайра рассказывает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: вы думаете, что во время намаза я направлен в сторону кибля? Клянусь Аллахом, от меня не скрыта ни ваша смиренность,
не ваши поясные поклоны, руку, поистине я вижу вас из-за спины. То есть пророк видел, кто как совершал намаз, кто совершал смиренно, а кто не совсем, да, кто как совершал руку. И он сказал: я вижу вас из-за своей спины. Также в сборнике имама Муслима упоминается хадис от Абу Хурайры, который сказал: в один из дней посланник Аллаха совершил с нами молитву, а потом повернулся, то есть он, имам, повернулся к нам и сказал: о, такой-то, значит, кто-то что-то сделал, о, такой-то, почему ты не выполняешь свою молитву должным образом? Почему ты намаз не совершаешь должным образом? Почему молящийся не смотрит, как он совершает молитву? Ведь он совершает ее, молитву, для самого себя. Он же не для кого-то. Клянусь Аллахом, я вижу сзади себя так же, как вижу перед собой. Я вижу сзади себя так же, как вижу перед собой. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, видел всех так же, как будто он смотрел на них. То есть из-за спины. И последний, Анас ибн Малик, хадисов много, но все последнее. Анас ибн Малик рассказывал, что посланник Аллаха сказал: выполняйте полноценно поясные и земные поклоны. То есть свои рукугой во время намаза и суджудой делайте должным образом. Ведь, клянусь Аллахом, я вижу вас из-за своей спины, когда вы совершаете поясные и земные поклоны. Поэтому во время намаза пророк видел все, что происходило за его спиной. Но ученые говорят, здесь речь не идет о том, что он постоянно это видел. Да, когда, например, по улице шел, он сзади видел, что происходит. То есть он видел во время намаза, кто как совершал свой намаз. Субханакаллахумма бихамдик, шаду алла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.